И вот в Томске они открыли детскую школу. Детскую школу, первую школу такая в России, которая вот определяет наклонности ребенка. Вот. И там, согласно их наклонностям, на них обучают. Как раз они обучают быть шутерами, клавишами, вот, шадрами. Вот. Поэтому уже есть какой-то опыт, как, какие-то предпосылки к тому, что наше общество уже близится к этому, скоро. То есть вот наши, скажем, потомки, да, то есть они уже могут стать это. Если детей уже обучают, уже вот согласно этому. Я встретил, как раз разговаривал с ними. И очень многие преданные, то есть вот община вкладывается в этот проект, полностью поддерживает их там. Это очень хорошие новости. Да, у них есть сайт. Я сейчас точно не помню. Нужно поискать. Томск. Томск. Есть еще вопросы? Давайте мы как. Нет, сейчас перерыв будет. Вот. У нас что там? Вообще не. Я смотрю, просто тяжело уже такие. Денег не дают. Так и ждать. А вопрос можно еще решить? Да. Андрей Справа, вы не сможете поделиться, как вы сами пришли? Почему? То есть у вас же тоже какой-то путь свой был? Своему нынешнему занятию вы же не сразу тоже пришли? Походу перерыв не. Ну, если интересно, если преданно, как бы это, я могу рассказать. Да, на самом деле, мое положение было тоже как бы, пока я не был в сознании Кришны, ночного далекого будущего, прошлого, да, скажем так, 90-е годы, ну, то есть страна развалилась. Вот в это время я был в армии как раз, до 91-го года, 2 года мы служили раньше, да. Вот, в 91 году там путь как раз произошел. Мы там ничего не понимали с точки зрения экономики, нам вообще было без разницы на стране. И было все нормально. Но первый раз, когда мы столкнулись с этой проблемой, когда надо было ехать домой. Вот, и вдруг не хватило денег на то, чтобы отправлять всех обратно. Вот, и нам какие-то там полубилеты давали непонятные, на которые нужно было на что-то обменять. И даже если служил за Байкальем, то ехать на поезде было 5 суток до Уфы, до дома. Но при этом не давали денег, если на что-то надо было кормиться. И многие, которые солдаты писали домой, здесь тоже был бардак. Денег ни у кого не было, у родителей. Вот. И нужно было приехать в аэропорт. Мы приехали в аэропорт и в Уфу, то есть там восток, да, то есть Уфа, она ближе находится, чем Казань. Казань дальше, на Чехии находится. И Уфа стоил билет, собственно, миллионы были, допустим, 6 миллионов. Вот. А до Казани было буквально. А потом от Казани до Уфы можно было там что-то за 900 рублей. То есть это вещь такая. Естественно, когда мы приехали, то есть работы нам никто не предоставлял, работы не было. То есть мы перебивались только. И, соответственно, я еще не сталкивался с преданными. Вот, а ситуация ухудшалась. У нас уже родилась Алина. Вот, и я там работал в одном месте, тоже, как вы говорите, не по душе, это первое, и еще не платили вообще практически. Вот, и в итоге я просто на самом деле начал как-то задумался, что же делать. И все мои задумки, которые вот я задумывал, они были как бы, ну, как сказать, не воплощались в жизнь. И вот я чувствовал, что прям вот, я бился какой-то головой об стенку, и не было выхода вообще никакого. Просто не было. Вот. И потом даже на этой работе, на которой я работал,
А потом мне чуть, ну, как Кришна же пел, там четко пол. И вот появилась какая-то небольшая белая полоса, то есть я работал в спецсвязи, вот, какое-то время. А потом у нас наше отделение закрыли, спецсвязь осталась только в Уфе, и нас сократили. Вот, то есть настала опять черная полоса. И вот и тогда вообще работать осталась одна Харита. Вот, у нас я говорю, был уже ребенок. Вот, и в это время мы встречаем ребенка. И когда вот мы дошли до ручки, то есть я сидел, я что-то полгода или год сидел дома, и потихоньку начал превращаться в матушку. Матушка же работала, а я сам приходилось готовить. Вот, я как-то готовил, там, убирался, там как-то помогать. Но все время это как-то было у меня. И вот прям вот, куда бы я ни ходил, что бы я ни делал, какие попытки не предпринимал, ничего вообще не получалось. И вот мы дошли уже до ручки, как бы, и вот в это время как бы Кришна посылает спасательный такой круг. И мы встретили преданных. Причем мы встретили преданного такого очень богатого. Да, Югараш Патмух, то есть это главный продаж гурмы. Вот. И если бы повстречался другой человек, вряд ли бы преданным стал. Ну, потому что как-то я их видел до этого, то есть, ну, не особо они мне внушали доверие. Вот, они были такие же голодранцы, как и я в лице. Вот. Причем, когда мы в Уфе увидели преданных, которые возле универмага Уфа распространяли книги, и при этом там какая-то харинама была. Вот. Я увидел Маджиджа, она вообще была босиком. Она была вот, ну, осень такая поздняя, уже снежок даже лежал. И смотрю, босиком, а других в тапочках. Я такой, и они мне книгу предлагают, и мы там собирался оставить. И боком убежали. В это время Харита уже заканчивал институт, еще ну, работал, заканчивал институт. Вот. И после, ну, так как раз перед дипломом мы приехали в Уфу. Я Алина маленькая была, как бы, вот, гулял здесь по Уфе с ней и шел там по проспекту и смотрю, что бедопалка прыгнула. Вот, начальником, и говорю, с таким голосом, а не хотите? Я такой, и говорю, я не хочу. И такой сигарета в зубах, и думаю, такой вообще думаю, вообще там, что за люди такие? Вот. И после этого появился Югараш. Вот, появился Югараш, правда, у него фирма была. Вот, и я начал с ним дружить только вот из-за того, что мне интересно это все было. Именно вот то, что богатый он был. И он одно слово сказал очень интересно. Он начал говорить, что у тебя есть мясо, там еще что-то там, как надо себя вести, там, от чего-то отказаться. И я вообще как бы был, ну, вообще как бы это не воспринимал. И то, что он говорил, какой-то ерунда, говоришь, что никакая разница, мне деньги нужны. Вот, только вот одна мысль у меня была. Мне нужна была работа, мне нужна была... Я видел Югараджа, правда, как средство заработать деньги. Вот. Ну, как в кармическом обществе, действие, да, то есть, если что-то мы хотим получить от кого-то, да, мы что-то для этого человека пытаемся делать, вот, или искренне там, все это заиграно как-то, да. Но он говорит, ну, и он мне сказал, и он уже понял, видно, это мы уже прям. Он сказал, я тебя на работу не возьму, даже не по-российскому. Я, конечно, тоже был в шоке, думаю, как там. Вот. Хотя он сам сказал, что у него там рабочих не хватало там. Но поэтому я попросил, он сказал, нет, зачем тебе работать на кого-то? Ну, работай сам. Ну как? У меня ни денег, ничего нет. Но у меня есть мантра одна. Я недавно с паломничества вернулся. Вот. Она очень секретная. Я такой, ничего себе, какая мантра. Ну, вы приходите в пятницу ко мне, с супругой вместе. Вот, ну, вперед забегу, то есть это была Бхакти Врикша. Да, то есть, тогда не Бхакти Врикша была, то есть она Махата. А он вел на Махату. И таким образом он нас пригласил на Махату. Вот, и перед тем, как идти, вечером вот он в пятницу пригласил, мы как раз одевались в коридоре, ну и как обычно, да, то есть вот на фоне всегда телевизор включенный, да, в коридоре. И там что-то там говорится, и там шла передача «Человек и закон». И в этой передаче была традиция. Ну ладно, не важно. Вот.
одна знаменитая, ну как бы авторитетная же для Кармен, да, то есть человек, певица. Вот. И ей человек из закона задает вопрос, вот если бы ваша дочь попала в секту Хари Кришна, то есть что бы вы сделали? И мы одеваемся, как бы вот, уже одна нога в сапоге, грубо говоря, да, то есть и видим вот это все. Вот, и такие друг на друга смотрим и не понимаем, что делать вообще. И такие глаза такая, и она такая, да я бы все там сделала, лишь бы вот вытащить моего ребенка оттуда. А мы такие стали, смотрим. А тут маму еще позвали, чтобы с Алиной посидела. И такие раз посмотрели друг на друга. Я говорю, ну, в принципе, мы там никого не знаем. Вот кроме ребенка, там кроме мамы. Но мы не знаем, что там что это будет. Ну, не даст как бы мантру, это уйдет, но все, кто нас это заставляет. Вот, и мы приходим, а там народ приходит, еще кто-то. Такие же, как вы, еще были. Потом несколько человек преданных приходят, вот, нас кормят, кормить начинают нас, просад. Вот гречка была сладкая, гречка была, да, сладкая, он еще сою приготовил. Я смотрю, такой, как гуляш, что-то лежит, я такой, ага, вегетарианцы, да, так обманывают. Он говорит, да нет, это соя. Соя была там острая, как бы нам наложили, еще не сказали, что это просад. Ну, сказали, что надо все это доесть, естественно, все это нам не лезет. Вот, я сижу уже весь недовольный такой. Вот, и вот они тут, просад поели, потом я подхожу, когда мантру дать? Он говорит, вот плакат, не плакат, у него ткань какая-то такая интересная, в индийском стиле висела на стене. И вот на всю стену закрыта была. Он говорит, вот тут мантра это. Смотри, сколько народу, я же не могу, это, при всех тебе дать. Я говорю, а что за мантра? Он говорит, это мантра как раз вот на деньги. Вот реально на деньги это мантра. Я так вот думал, он говорит, я же не могу всем показать, сейчас все увидят, как бы, давай, подожди чуть-чуть. Вот, ладно, одобрит, да нет. И он достает потом физгармонию, представляете, открывает свою физгармонию и начинает петь. Сначала он там баджан какой-то спел, думал, ладно там. А потом начал Хари Кришна петь еще. Я думал, вообще. Я такой сижу, думаю, и он говорит, вы подпевайте. Так он нам рассказывает. Я сижу злой, я думаю, все, сейчас эту мантру не нужно. И потом в конце это вообще, киртан такой, быстро киртан перешел. И тут вскакивает еще один прабху. Это был Лакшми Пати. Он вскакивает такой, берет платочек, вскакивает какой-то другой прабху, такой, другой держится за платочек, и они начинают вот так танцевать. Между собой. И они веселятся там, кругом так ходят, это все там. И они такие думают, о, классно вообще. Такие счастливые, я так смотрю, вообще. Еще мужик с мужиком танцует, еще трезвый. Думаю, точно секта какая-то. Вот. И тут получается так, что у нас уже терпение лопается, как все. А они поют в экстазе, как бы дальше. Мы начинаем собираться. Как бы, и он увидел это все. Перестает петь, как бы, стоим, и он нам, вот люди не уходят, вот, а вы что-то уходите, вот я не могу мантру открыть, вот мне ее там дали по секрету, давай там, как бы, потом придешь, что еще. Вот такой, не должен сказать, что не приду ко мне, давай, как обычно говорю. Вот, и он в итоге потом дает кассету. Аудио и толкает в карман. Мы не берем ее, то есть я уже все понял, что мне ничего не надо. Даже мантры уже это не надо. То есть, и он говорит, возьмите, я отталкиваю такой, и он просто прямо в дубленку закидывает эту кассету. Я приезжаю домой, как бы такие, думаю, едем домой, такие, в троллейбус сели, просад. А халава еще была там. Халава такая жженая была вообще. Вот. Прям сжег эту халаву. Сидим в троллейбусе. И смотрю на Хариту, и она такая смотрит на халаву. И она на меня смотрит, я тоже понимаю, что она видит, что на глаза такие. Я говорю, слушай, что с нами происходит вообще? Я говорю, что-то мне так весело. Я говорю, да мне тоже так классно. О чем мы ушли-то? Я не знаю. Может, такие, да, красавцы цепанул.
ну, уже проголодавшись, уже какое-то время уже прошло. Ну, наливаем суп, и, как обычно, суп и мясо, да, то есть какое-то мясо. И мы такие, суп едим такой, и ну, я смотрю, она такая ест, и она смотрит, я ем. И мы такие, ну, мясо-то не трогаем. То есть едим суп без мяса. Я так поднимаю голову, и она такая одновременно, а ты что мясо ешь? Ты что не ешь? Так мы бросили есть мясо. После вот первой намахаты сразу у нас такая отрубила как-то. Вот. И просто начался запускать этот процесс, какой-то, вот, про который я говорю, что надо все правильно делать. Да, то есть и вот процесс начал запускаться. Вот. И ну, так как я не работал, вот, и у нас еще дома книжка была «Источник вечного наслаждения». Ее Харите подарили на день рождения, когда ей было 17 лет. Вот эта книга до сих пор дома, как бы там. Вот, и кого-то он там пригласил, там, какой-то там парень, говорит, вот он подарил. Она говорит, я говорит, еще смотрел, говорит, о, «Источник вечного наслаждения». Я говорю, прочитали, наслаждаться буду. Вот. Она, как она говорила, она открывает, там, ничего не прочитаешь. Да? Вот. Ну, мне делать было нечего, я взял эту книгу тоже, начал ее читать. Вот. Хотя тоже ничего не понял. Вот. А потом процесс дальше пошел. Значит, вот эта кассета. Вот. Я вспомнил про эту кассету, делать тоже нечего, был на работу, даже не ходил. Вот. Наслаждался, как бы включил кассету. И первая там что-то на записи была, то есть это было «Приветствие божественное». И она просто вот сердце попала. И, ну, раньше же такие кассеты не были. И я только перематывал. Только доиграет она. Я и так, и сяк. Вот как кошка так вот валяется, там перед хорошей погодой. И я такой весь там туда-сюда, тут думаю, вообще классная вещь такая. Ну почему они ее не пели вообще? Хари Кришна какой-то пели. Вот это же, вот это вот. Значит, оно так проникло там. Потом кассета уже начала заедать, как бы, ну, то есть я сюда, я там переписал, и по несколько раз, и у меня уже почти 45 минут только вот Адипуша играл. Вот. И, ну, соответственно, а потом дальше, после «Приветствия божеств», там была лекция Гуру Махараджа. Вот, он как раз рассказывал про варный ашрам. Вот, о чем я сегодня рассказывал. Ну, просто он рассказывал как бы не в разрезе экономики, он рассказывал, как оно устроено. И как раз я первый раз услышал, что там как человек, голова Брахмана, там все вот это вот. Вот. И я начал потихоньку слушать, и это как-то меня вдохновляло. Вот. Потом у меня была катха вечером, Мушхарита приходила. Вот. Мы еще не предлагали, но уже вегетарианское, что я готовил, пытался ей готовить. Вот. Я ее кормил. Вот. И пока она кушала, то есть я досыпал. Вот. И я начал пересказывать лекцию Гуру Махараджа. И вот так вот все вечера проходили. Вот. Потом сам Югарадж Прабху как опять появился в нашей жизни. Он говорит, можно дать. Вот, я, да, вот. И мы приехали к нему, он все-таки показал нам Хари Кришна. Вот. Ну тогда мы как бы не запомнили эту Хари Кришну, ну как бы вот, что это все Хари Кришна, он дал этому Махамантру. Сказал, что надо повторять на четках. У нас нет четок. Ну вот я как раз люблю, свидетель, у нас есть четки. Вот он дал четки, он показал, как это делать. Потом показал, как это делать. И он сказал, что вот сейчас в вашей жизни будут происходить очень большие перемены. Я говорю, деньги тут, и деньги будут. Он с такой верой это сказал, и я так поверил. Вот, и в итоге мы начали читать джапу, да. Начали читать джапу, первую группу джапу я читал что-то там полчаса, что ли, вообще. Язык, потому что не поворачивался, устал. Вот. Ну так как опять не работал, да, то, соответственно, я устал. Набрал комплекс. И самое-то интересное, то, что вот, я не знаю, как бы со старшими разговаривали, но они говорят, просто в какой-то момент там, ну, у каждого есть карма, каждому сколько суждено, а больше не прыгнешь. Да, то есть я вот не верил в это вообще. То есть когда они говорили, то есть я так даже спорил с ними там. Я говорю, да нет, вот в моей жизни как-то так вот произошло все равно, то есть вот это вот свой успех в жизни я все равно как бы, сопоставляю с тем, что в моей жизни Кришна появился. Вот. А потом как бы у Гуру Махараджа я
спросил, он говорит, да, это на самом деле так. Почему? Даже потому, что, как бы, может быть, в прошлой жизни были какие-то нечестивые поступки, но они, как бы, были отложены на дальнейшей жизни. Потому что, ну, как бы, у нас есть карма, да, то есть судьба, и эта судьба, ну, может, уже несколько жизней нам еще была предначертана, если мы не стали бы повторять Харе Кришна. Вот, и поэтому, говорит, когда мы становимся преданными, то есть то, что откладывалось на те жизни, на следующие, оно что делает? Дается в этой жизни. В этой жизни дается. Ну, вот, а если у человека это еще и последняя жизнь, то представляете, все, что года, ну, то есть, если говорится, Веда говорит, что мы уже сколько, миллионов жизней здесь, но все равно же мы когда-то что-то делали, было нечестивое, раз мы, ну, как бы имеем человеческое тело, то это может просто сразу дать Кришна в один момент. Ну, в принципе, как-то так вот произошло в нашей жизни, как я пришел к этому. А дальше, ну, само собой все. То есть, как понять, что это Кришна? Вот. Момент такой, что я говорю, что бы я ни делал, что бы я ни пытался делать. Да, то есть, вот, а у меня был еще один опыт такой же. Ну, в то время же коммерция, 90-е годы, там все там хотели бизнесмены, там, да, малиновые пиджачки, там все такое, да. Вот, ну, естественно, все как бы вот в этом направлении, ну, бились. Вот, и я тоже в этом направлении пошел. Вот, и видно, то есть, ну, как бы, что-то руки не с плеч растут у меня, но я думаю, так, сейчас я что-то изобрел какую-то люстру, там, думаю, люстру надо сделать. Вот начну люстру делать, начну продавать на базаре. Да, какую-то люстру, но идея-то она была, как бы, да, но руками я не смог это сделать. Вот сюда половину просто все. Ну, видно, Кришна как-то тоже делает, и все. Вот, и потом еще какие-то попытки были, они тоже были как-то недоступны, да. Вот, и в один момент, когда, видно, пришло время, когда мы начали правильно все делать, вот, ну, все как бы выступило. А началось это все с Уфы. Вот, вся вот эта вот деятельность. Нас пригласили на праздник в Уфу, Столитамак. Ну, когда раньше здесь были преданные. Вот, старые, как бы, те времена, и это было Джанмаштами. Вот, и праздник, снимали зал, ну, не в Техине, наверное, я не помню, как в Черниковке, такой большой. Еще площадь такая. Химик. Да, Химик, скорее всего, да. И вот, представляете, там преданных было просто со всей Башкирии приехали, вот, весь зал полностью, эти сиденья, которые были, и все. И там что-то в итоге сам Киртон уже, ну, как бы тоже подводили там еще что-то там. И Югараш Прабху в этот раз тоже его позвали, как бы он Сальтамак позвал, пригласил. У него что-то с машиной было. Вот, а у меня была старая шестерка такая. И он говорит, повезешь меня? А он на иномарке ездит. Представляете? В то время. Я такой, ну, конечно, так, тебе самому так нормально все. Я еще думал, удивился, ну, приятно слушать. Вот, но к этому, как бы, до этого, как бы, праздника, то есть, я каким-то образом занял деньги, то есть отправил Харину с Адити, с дочкой на Садхусангу. То есть тогда это не Садхусанга была, то есть это был фестиваль Гордю Махараджа, вот, на Новосибирск Чатурушу весну, там 2 раза был, осенью и весной. Это был на Мурске. Вот, и Кришна тоже какой-то заработок определенный. Вот, и я отправил. Собрал все деньги и отправил. И они съездили, и после того, как они приехали, то есть мы стали преданными. Ну, можно сказать, что мы стали преданными, когда на полную катушку, в плане того, что мы начали предлагать. Да, мы уже, то есть вот мы купили там посылку, все, ну и начали то есть, строго следовать всем регулирующим принципам. Вот. И потом вот нас приглашают, как бы, в этот, ну так, ну до сих пор еще как бы такого стабильного заработка какого-то я вообще не имею. Вот, и я когда приехал туда, вот, ну, я привез Югараджа, соответственно, да, вот, у меня в кармане было, ну, я не помню сейчас по тем деньгам, там, ну, скажем, 100 рублей. Вот. Раньше на дороге, как бы, очень много полицейских было, и штрафы брали с собой. То есть нам было платить сразу. То есть, вот, такие времена были. Вот, карточек не было, ничего не было, у нас было 100 рублей. Вот, и, как бы, 100 рублей, и, ну, вот, как раз до Столитамака бензин доехать. Это все, что у нас было.
Вот, и мы приехали как бы в Уфу на праздник, такой праздник, замечательный, то есть вообще мне так понравилось. Вот, и какой-то преданный, то есть, и там стоял ящик для пожертвований. И вышел какой-то преданный и начал говорить, вот, наверное, как я сейчас вам говорю. Ну, то есть хочу сказать об одном только, да, надо жертвовать, чтобы запускать как бы процесс, да. И вот этот преданный тоже так же говорил, надо жертвовать. Вот. Потом он сказал, что столько-то это зал стоит, вот столько-то это, столько-то надо того, всего, как бы, да, то есть я думаю, да, такая деятельность важная, на все же это деньги нужны. Вот, и у меня такое желание было сильно помочь этому всему. А потом думаю, как я могу помочь? У меня 100 рублей последний. Вот, и он говорит, вы можете, как бы, если вам праздник понравился, и вот нас благодарить, тем, что вы вот можете пожертвовать. Да? Вот концерт мне говорит. И как-то мгновенно это все так. Я помню, вот ручоночки свои сложил, смотрю на него, как бы такой, он на сцене стоял. И я думаю такой, вот, ну последние 100 рублей вот у меня ничего нет, Кришна. Вот, ну, мне еще доехать надо. Мне жалко. Вот, ну, тоже жалко, если я понимаю, как это разное, что это может чревато обернуться, да, как бы могу не доехать там или как-то еще. Вот, и в это время поворачиваюсь к Харите, Харита в это время на меня. И она такая говорит, мне так хочется пожертвовать. Я говорю, мне тоже. Вот, у меня как раз вот, ну, как-то вот, пускай 100 рублей, там, 2 по 50. Вот, и я одну часть отдаю Харите, одну часть отдаю себе. Взял себе, как бы, да, и мы пошли жертвовать к этому вот ящичку, скажем, пожертвовать. И положили. Она положила, и я положил. Я положил, и мне так хорошо стало. Ну, теперь у меня вообще ничего не осталось. Но в то же время беспокойство как-то шли, и мне все как-то было хорошо, то есть я был так счастлив. Вот. Ну, каким-то чудом мы доехали, хотя у меня там фары перегорел. Ну, что представляете, до Толбазов доехали, у нас сверху, когда шестерки стали. Ну, как-то, ну да, там практически ничего не было, на габаритах доехали. Ну, тем не менее, как-то вот. А Югараж работает, он в то время очень много жертвовал, и он жертвовал на эти фестивали как раз, вот, которые в Дивноморске проводились. Он был почетным гостем, там, и всегда там, ну, его объявляли, там все. И он тоже большую часть спонсировал вот этого уфимского праздника, потому что ему подарили торт. Представляете, первый вегетарианский торт, который я увидел вообще. Ну, то есть вот, мы уже не ели давно ничего. И такой торт был, а кто-то этот торт с Москвы привез. Вот, и он был такой вкусный. А у него как-то их 2 оказалось, и ему еще что-то подарили. И так как вот, ну, как бы мы совершили служение, привезли его, увезли, да, и он жил возле дома, там, расставаясь, пожертвовал нам вот этот торт. Мы домой приехали, то есть начали есть этот торт, это было вообще нечто. Я до сих пор, то есть ищу вот этот вкус, я до сих пор остаюсь в сознании Кришны, то есть я не знаю, там, как его там сделали, этот торт вообще. Ну, там столько баксов было там вообще. Вот в этом просаде, то есть, ну, вот таким образом, как бы. Вот, и это была такая, оказывается, была, и я сам не понимал, но это была как раз вот такая кульминационная вещь в нашей жизни, как бы. Вот, мы отдали последние деньги Кришне. Вот, и я помню, что я ничего не попросил. Не попросил, чтобы он мне дал, чтобы он позаботился. Как-то вот все, весь праздник как-то вот прошел так, что вот я должен был, видно, это сделать. Я это сделал, я отдал, как бы, и ничего не попросил у Кришны вообще. Но буквально через неделю, то есть, Кришна сам все сделал. То есть, я же говорил, что уже несколько попыток было какие-то бизнесы, там еще что-то там. Соответственно, денег-то не было. Ну, как бы, капитала-то не было. Раньше в банк не придешь и не спросишь, да, денег. Ну, там, займут, ну, как бы, ну, банки кредиты не давали раньше. Вообще, как бы, не было такого. Вот. И каким-то образом Кришна так все устраивает. Вот. Казалось, что у меня отец был богатый. И никто об этом не знал. У него в закромах было там что-то $1000, что ли. И я просто, когда пришел к нему, начал разговаривать, что-то, он говорит, у меня есть хоть что-то. Ну, $1000 раньше это большая сумма была. Это как сейчас, наверное, $1 000 000. Ну, может, не $1 000 000, но хорошая сумма. Вот. И он мне дал. Я говорю, ну, а вдруг я не отдал?
Гришин так все устроил. Он говорит, ну только эти деньги как бы не здесь, надо ехать. Мы съездили, забрали все. Ну и все, и вот моя деятельность она началась. Но тогда, когда все началось, то есть я как бы дал как бы обещание Кришне, скажем так, вот, что ну, я постоянно буду поддерживать это движение до тех пор, пока у меня будет возможность и нужда во мне. Вот, и, соответственно, то есть я уже тогда решил для себя, что ну, я буду делать пожертвования. И до сих пор этим занимаюсь. Вот, и сейчас вот тоже вот, ну, как бы положение в бизнесе сейчас не очень хорошее. У меня проблемы в бизнесе, там и все такое там. Вот, мы как-то особо не ощущаем эту вещь. Все говорят, что-то плохо все. Как-то нормально, Кришна поддерживает до сих пор. Я уверен, что это Кришна делает. Вот, потому что я особо сильно до сих пор никаких не прилагаю вообще. И в то время тоже все срослось, просто вот бизнес там и все само собой. Вот, то есть я понял, что ну, то есть на это наконец-то есть воля Кришны, то есть он дал на это разрешение. Но, повторюсь, все началось с того, что начали запускаться правильные вещи. То есть надо было что сделать? В нужном месте оказаться, в нужное время, да? И пожертвовать еще нужным людям. Вот несколько вещей, которые, ну, то есть очень ключевые и важные. Вот. Запомните, пожалуйста, это. То есть, если вы как-то хотите, то есть, ну, вот, финансово, то есть. Ну, почему я вот как бы первую часть давал? Вот, я давал ну, для того, чтобы не все же будут жертвовать. Не думайте, что вообще не все должны, ну, должны жертвовать, греховски все должны жертвовать, но не все будут как бы поддерживать. То есть, ну, жертвовать как бы иметь из своих возможностей. И наши возможности, они ну, как бы, могут быть ограничены. Вот. И самое главное, то есть из всего этого, ну, это стабильность. Стабильность и вот, ну, подъемный, та вещь, которую как бы вот мы можем осилить. Да? Вот если я определяю, что я буду ну, 1 рубль жертвовать Кришне, да, то есть вот из своего семейного бюджета, но я это делаю постоянно, то тогда в жизни начинает меняться. Постоянно, еще опять в нужное время, да, в нужное время надо знать, как это сделать, вот, и нужным людям. То есть я должен знать, что ну, эти лашми, то есть они идут именно добрые дела. После перерыва будем разбирать вот, заработок чистыми способами, собственно говоря, об этом не ведаем. Спасибо за вопрос. Я все-таки ждал, что он задает. Чтобы как-то вот время у нас вот подошло, потому что просадка будет. Есть вопросы еще? Теперь все понятно, да? Можем расходиться, как будет вторую часть все-таки продолжим.